Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. На прошлой неделе в Татарстане прошли Дни Якутии. Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев обсудили сотрудничество в IT-сфере, перспективы торгово-экономического и инвестиционного, а также инновационного взаимодействия. Николаев заинтересован в городском и промышленном транспорте и рассчитывает, что эти сферы экономики Якутии будут развиты благодаря промышленному потенциалу Татарстана. Татарстан, на мой взгляд, является одним из лидеров страны по производству промышленного оборудования для использования сжиженного природного газа. Совсем недавно крупная корпорация РЭВ из Татарстана тоже к нам приезжала, я с ней встречался. Так. И сейчас есть разные предложения по, скажем так, использованию производимой здесь техники автомобильной, судов с использованием сжиженного газа, которые работают как раз у нас в Якутии. Безусловно, КАМАЗ и его техника всегда были представлены у нас в Якутии. Показали они себя с хорошей стороны, в том числе и при автомобильных перевозках на дальние расстояния, особенно в условиях бездорожья Якутии, в использовании как спецтехники для коммунального хозяйства. Я рад, что КАМАЗ тоже модернизируется, появляются новые виды транспорта, в том числе те же КАМАЗы, которые работают на сжиженном газе, да, они сейчас уже стали гораздо более ремонтопригодные, более уже стали устойчивые, так, меньше поломок. Это все говорит о том, что компания меняется к лучшему, и, конечно же, уверен, что ее продукция и дальше будет востребована и предприятиями Якутии, ну и в целом для того, чтобы эта техника работала у нас в Якутии. Я считаю, что есть все предпосылки, надо просто шире и шире этим пользоваться. Сотрудничество между Татарстаном и Якутией не зацикливается только в плоскости транспорта газомоторного топлива. Помимо взаимных выгод для экономик республики, якутов и татар объединяет еще общее стремление сохранить родные языки. А татарам есть чему поучиться у якутов. Вот, например, редактор Татар-информа Ренат Билалов спросил, что делают якуты с родным языком республики и как его сохраняют и развивают. В 2019 году моим указом принята отдельная программа сохранения и развития по государственной языковой политике, в первую очередь по сохранению и развитию языков коренных народов. И она у нас подкреплена и финансово. В принципе, работа идет, и я считаю, что это тоже очень такой важный фактор как раз для дальнейшего развития языкового многообразия. Оно для таких регионов, как Якутия, оно абсолютно необходимо. И уверен, что и в Татарстане, я сегодня посмотрел, многое делается для того, чтобы языки развивались. В этой части я считаю, что, конечно, нам надо вместе работать, сотрудничать, в том числе и на федеральном уровне, представлять ряд наших программ для того, чтобы языки народов России, они все были защищены и развивались. Также во время Дней Якутии в Татарстане якутские писатели и представители правительства договорились с представителями Татарстана усилить работу по переводу произведений национальной литературы на якутский и татарский языки. Вчера был первый день работы Дней Якутии в Татарстане. Министерство культуры провело ряд встреч, они провели даже круглый стол, по итогам которого было принято решение, что национальные библиотеки Татарстана, Башкортостана и Якутии будут сотрудничать. Это значит, что совсем скоро у нас появится переводная библиотека с татарского на якутский, с якутского на татарский. Мне кажется, это очень замечательная новость. Обратим ваше внимание, что якутская журналистка хоть и говорит о сотрудничестве библиотек Татарстана, Башкортостана и Якутии, но речь идет о переводах только с татарского на якутский и с якутского на татарский, а башкирский язык тут третий лишний. Вообще, якутов как коренной народ России выделяет очень уважительное отношение к татарам и татарскому языку. Например, весной этого года ведущий научный сотрудник Федерального центра образовательного законодательства Дмитрий Бондаренко публично высказался, что не помешало бы родные языки нерусских народов России лишить статуса государственные языки. Бондаренко выступил перед учеными-лингвистами, языковедами и языковыми активистами.
Дмитрий Бондаренко в своем выступлении наехал на Татарстан, на то, что там перегибали раньше палку с продвижением татарского языка в школах. И вообще, по мнению Бондаренко, у родных языков народов России нужно изъять государственный статус, потому что нужно защищать русский язык. Да, это его аргументация такая. И знаете, представитель какого народа выступил перед Бондаренко в защиту татарского языка? Якут. Все языки в Российской Федерации находятся под огромным давлением, в первую очередь русского языка. Это надо понять. И когда вы говорите о том, что русский язык находится в каком-то сложном положении, это примерно так же, как возьмет, ну извините за грубость, да, извините за такую прямоту, это все равно, что собрать людей больных раком, да, и сесть среди них и сказать: извините, у меня морщинки появились, там, какие-то проблемы у меня со здоровьем, а люди болеют более серьезными болезнями. Но в любом случае Конституция указывает о том, что субъекты Федерации Республики имеют право на государственные языки. И если эта реформа и будет проводиться, она должна это учитывать. Я понимаю, что языки, которые не являются государственными субъектами Федерации, они находятся в еще более худшем положении. Это я прекрасно понимаю. Но в любом случае пусть хотя бы, я извиняюсь, татарский выживет. Нашего героя зовут Иван Юдреев. Большое вам спасибо за теплые слова о татарском языке. Сейчас я постараюсь на якутском сказать. Татар тылын тухунан утур таларганихин улахан махтал. Ну а что у нас на Башкирском фронте событий? Какие там новости? Честно говоря, ничего хорошего. Журналисты Татар-Информа поймали своих коллег из Башинформа на откровенном вымарывании слова «татар», «татарский» в новостной повестке Башкортостана. Башкирские журналисты сначала написали новость. В Башкирии приглашают на фестиваль татарской кухни Балеш-фест. Но потом чуть позже переделали заголовок: в Башкирии приглашают на фестиваль национальной кухни Балеш-фест. Замечу, что таким откровенным безобразием занимается государственная СМИ Башкортостана, Башинформ. То есть на самом высоком государственном уровне более миллиону татар республики говорят, что их в упор не хотят видеть в Башкортостане. Ну и вторая откровенная жесть из Башкирии в отношении татар. Провластный телеграм-канал Тихас Хабирова, близкий к администрации главы Башкирии Радия Хабирова и, возможно, курируемый вице-премьером Азатом Бадрановым, подкинул дров в костер татаро-башкирского противостояния. Канал негативно относится к племяннице Муртазы Рахимова, к медиа-менеджеру Рауфе Рахимовой. Она в последнее время стала часто посещать Казань и общаться с татарстанскими медиаруководителями. Такое ее сотрудничество с Казанью телеграм-канал Тихас Хабирова сравнил с коллаборацией с фашистами времен Великой Отечественной войны. Вот цитата. Похоже, между Рауфой Рахимой и башкирским обществом появился окончательный водораздел, ибо башкиры могут простить что угодно, но не позорное бегство в Казанское ханство на вассальном положении. Для башкирской интеллигенции лечь под Казань – это то же самое, что сдаться в плен немецко-фашистским захватчикам. Как видите, между потугами башкирских общественников, желающих помириться с татарами Татарстана, и официальной позицией властей Башкортостана есть очень серьезный зазор. Ну и кто ближе всего к татарам? Якуты или башкиры? Выводы делать вам, уважаемые зрители. И все-таки идеи булгаризма продолжают жить в умах современных татар, историков и исследователей. Познакомиться с основными идеями булгаризма сегодня несложно. Об этом много написано, исследовано, сказано и обдумано. По идее, сегодня в среде татарской интеллигенции не осталось активных и ярких людей, которые открыто бы себя причисляли к идеологическому движению булгаризм. Быть булгаристом сегодня просто не модно. Но булгаризм в себе несет очень много посылов и идей, которые подобны грибным спорам. Они разлетаются прочь от материнского тела гриба, находят себе какой-нибудь подходящий организм, обживаются на нем и уже дальше ведут жизнь паразита, постепенно запуская свои корни в тело этого организма. Корни булгарийских клеток, паразитируя, с каждым разом все сильнее и сильнее забирают себе контроль над организмом хозяина.
Обращу внимание, что все это время хозяин организма не подает явных признаков булгаризма. Паразит камуфлируется и до поры до времени делает свое паразитическое дело. Вот и среди татарских интеллектуалов повеяло новыми ветрами булгаризма, но эти ветра очень тонко камуфлируются под теорию финно-угорского происхождения татар по Волжье. Знакомьтесь, это историк и востоковед, автор бывшего телеграм-канала «Высокая порта», а сейчас этот канал переименован просто как Галеев, Камиль Галеев. Он считает, что главную роль в этногенезе татар сыграли финно-угры, а конкретнее марийцы, то есть средневековые черемисы, ну и чуваши. Правда, татарские интеллектуалы финно-угроцентризм почему-то больше всего заметили у ведущего научного сотрудника Исмагила Гибадуллина. Он работает в институте Марджани. Он принял участие в заседании интеллектуального клуба ресурса «Миллиард татар» и высказал свое мнение по нюансам этногенеза татар, выкатив вперед финно-угорский фактор. Итак, на этом заседании он заявил следующее. Моя личная позиция состоит в том, что в этногенезе татар недооценен финно-угорский компонент, как и в целом недооценена доля этого субстрата в Поволжье. Аргументация Исмагила Гибадуллина забавная. По его словам, во-первых, татарину, чтобы убедиться в своих финно-угорских корнях, нужно взглянуть на себя в зеркало. Во-первых, чтобы увидеть нашу связь с финно-уграми, можно даже не обращаться к каким-то специальным методам. Достаточно открыть глаза и посмотреть в зеркало, и проехаться по соседним республикам, посмотреть, как выглядят наши соседи. Второй аргумент Исмагила Гибадуллина – у татар музыка, как у марийцев. Если вы послушаете, как поют степняки, казахи или нагайцы, или как поют, допустим, марийцы, то увидите, что наша специфическая пентатоника с большим количеством мелизмов ближе к марийской. Она содержит некий местный субстрат. Ну и третий аргумент Гибадуллина – это национальная кухня. Да, раньше, видите ли, у татар кулинарные предпочтения были, как у финно-угров. Некоторые элементы нашей идентичности достраивались. Какие-то в советское время, какие-то раньше. Та же кухня во многом строится на поздних заимствованиях из среднеазиатской кухни 19-го, начала 20 веков. Я имею в виду, что если убрать поздние заимствования из среднеазиатской кухни, такие как чак-чак или эчпочмак, то останется полба. Остаются какие-то очень простые ингредиенты, крестьянская еда, которая была примерно одинакова у всех народов Поволжья. Каким именно образом вчерашние финно-угорские народы, то есть удмурты, марийцы, стали сегодняшними мусульманами-татарами? Исмагил Гибадуллин здесь как-то путается. По его мнению, язычники финно-угорские народы стали насильно христианизироваться. В Поволжье все это закрутилось, завертелось. В общем, в отместку на эти самые попытки христианизации финно-угорские народы ответили тем, что стали переходить в ислам в 17, 18 и 19 веках. А кто именно сохранил ислам для финно-угорских народов? А кто именно предложил финно-уграм ислам как альтернативу христианству? Что это за народ? И вообще, финно-угры сами стали мусульманами или их все-таки исламизировали? На очень спорные тезисы и позицию Исмагила Гибадуллина обратили внимание казанские историки Дамир Исхаков и Искандер Измайлов. Дамир Исхаков видит, каким образом идеи Гибадуллина вредят татарам. К сожалению, вот такая работа, она делается во вред татарам, прямо скажем. Потому что вот раздавшиеся в последние времена всякие голоса о том, что татар не было, что их Шахабуддин Марджани сделал, что раньше все были чувашами, а по взглядам вот этого историка, что были все одни марийцы и вообще финно-угры. Только потом они стали татарами, в большинстве своем вошедший в состав татар. Они как раз направлены на разрушение татарской идентичности и вообще в целом татарской нации. Поэтому мы должны четко смотреть, куда все это ведет. Ну а что насчет связи между финно-угроцентризмом Гибадуллина и булгаризмом? Вот какую связь Искандер Измайлов видит здесь. Хотя Исмагил Гибадуллин говорит о том, что есть две теории, и вроде бы он склоняется к такой татаристской. Но на самом деле, тогда, когда он говорит, что
Вот настоящие татары – это вот те, кто сформировался в Волго-Уральском регионе, а все остальные татары – это не наши татары, это продукт какого-то формирования и средневекового, и они не имеют отношения к этим самым нашим настоящим, в кавычках, татарам. То это и есть настоящий вулгаризм. Да. Вот это и есть основа, если отшелушить все наслоения, вот это и есть настоящий вулгаризм, который не понимает тех процессов, которые происходили в период Золотой Орды, в период формирования огромной этносоциальной группы татар, которая имела такое евразийское качество. И получается, что зацикливаясь на каком-то небольшом куске вот этого самого, фрагменте вот этой самой общности, они тем самым фактически уничтожают единство татарской нации. В общем, рекомендуем посмотреть детальный разбор историками Дамиром Исхаком и Искандером Исмайловым позиции Исмагила Гибадуллина. Ныряйте в описании под видео, там ссылка на видео с ними. Ну а мы немного проясним детали состоявшейся дискуссии между Исмагилом Гибадуллиным с одной стороны и казанскими историками Исхаковым и Измайловым с другой стороны. Главную роль в этом противостоянии все-таки сыграл сайт «Миллиард татар». И тут дело не в том, что сайт стал этакой площадкой для высказывания Гибадуллина, а дело в том, что Исмагила пригласили на заседание клуба как исламоведа, как специалиста по переводу средневековых письменных источников. Сказанное Гибадуллиным относительно этногенеза татар – это не позиция эксперта-татароведа, это просто его личные рассуждения. Мало ли какие тараканы могут быть в голове человека. Но вот журналист «Миллиарда татар» Рамиль Гали, который написал материал заседания клуба, и редактор ресурса Арслан Минвалеев сконструировали из личного мнения Исмагила Гибадуллина практически целую научную теорию о якобы финно-угорском ядре в этногенезе татар. Хотя, еще раз напомню, позвали Исмагила Гибадуллина для мусульманских тем. Нехорошо получилось у «Миллиарда татар. Подставили талантливого переводчика. Но вернемся уже к реально убежденному финно-угроцентристу Камилю Галееву. Его позиция отличается от позиции Исмагила Гибадуллина тем, что Камиль продвигает свои взгляды в околонаучной обертке, придавая им таким образом теоретический вид. Вот, например, у Камиля Галеева журналист спрашивает, много ли марийской крови в татарах. Полагаю, что очень много. Прямых доказательств нет, но, судя по всему, в момент падения Казани на территории Казанского ханства марийцев было не меньше, чем тех, кого мы сейчас называем татарами. Причем их было не меньше не только на этой территории, которую мы сейчас ассоциируем с марийцами, но и в Заказани, которое мы сейчас считаем практически полностью татарским. Прекрасно. Доказательств нет, но Галеев продолжает упорно продавливать свою линию. Или вот, например, его следующая цитата. Огромная масса марийцев, удмуртов и других стала татарами. Это самое очевидное. Очевидное для кого? Для Галеева. А для нас оно не очевидное. А вот вам и вишенка на торте от Галеева. Кто не согласен с тем, что татары в основном были сделаны из марийцев или чуваши, будут сталинистами. Такова его логика. И чувашский компонент большой, и марийский в этногенезе татар. Такие заявления об исламизированных чувашах или марийцах отталкиваются от принципиально ложной, абсурдной сталинской концепции национальности и линейного преобразования одних народов в другие. Так что возьмем на себя смелость сделать кое-какие выводы. Уважаемые Дамир Исхаков и Искандер Исмайлов бьют в правильном направлении. Бьют они по сайту «Миллиард татар». Но главный смутьян в среде татарских интеллектуалов все-таки не Исмагил Гибадуллин, а Камиль Галеев. На Украине готовится принять закон о коренных народах в государстве. Украинские власти русских на Украине, а их более 8,5 миллионов человек, коренным народом не считают. По этому поводу свое возмущение уже высказали депутаты Госдумы, Министерство иностранных дел России и даже президент Владимир Путин.
Путин вообще приравнял этот закон к методам фашистской Германии, когда в поисках истинных арийцев гитлеровцы измеряли черепа людей. Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него может быть там и какие-то кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего? Все бы ничего, но вот эта поправка в Конституцию России, где говорится о государствообразующем народе, тоже добавляет для коренных народов уже нашей страны дискомфорт. Хотя в этих поправках прямо русские как государствообразующий народ и не указываются. На самом деле позиция Путина для татар очень близка. И это несмотря на попытки официального Киева заигрывать с крымскими татарами, которых украинские власти признали коренным народом Украины. Но вернемся к татарам Поволжья. Итак, татары Башкортостана периодически сталкиваются с тем, что их не признают в Башкирии как коренной народ. Дело доходит до того, что сам глава Башкирии назвал татар своей республики диаспорой, а не коренным народом. Например, вот что он заявил весной 2019 года в Уфе, когда к нему в гости приехал президент Татарстана Рустам Минниханов, и когда в столице Башкирии проходили Дни Татарстана. Позвольте поздравить всех нас с открытием Дней Республики Татарстан. Сегодняшний вечер посвящен крепкой дружбе двух братских народов. Многие столетия наши предки своим ратным трудовыми подвигами доказывали, что братство народов – самая крепкая основа благополучия и процветания нашего Отечества. В нашей республике живет 1 миллион татар. Красивая цифра. Они чувствуют себя замечательно в нашем общем доме, в Башкортостане. Это самая большая татарская диаспора за пределами Татарстана. Вот так. Кто-то в уста главы Башкирии, в уста Радия Хабирова вложил мысль, что татары не являются коренным народом Башкортостана, что они в республике пришлый народ. Кельмешак халык. Это положение в республике потом еще закрепят башкирскими стелами в северо-западных районах Башкирии. Как видите, для татар логика в словах Путина есть. А теперь давайте хотя бы добьемся равноправия между татарами и башкирами в Башкортостане. На самом деле, теория о диаспоральном качестве татар в Башкирии, да и не только там, а по всей России, имеет в самой Башкирии конкретных идеологов. Мы уже вам ранее рассказывали о члене экспертного совета Федерального агентства по делам национальности России, о кандидате философских наук Азате Бердине. Он на сегодня один из самых активных башкирских этномиссионеров. Он самый настоящий ястреб войны в дружественных отношениях между татарами и башкирами, и понятное дело, что в дружбе он не заинтересован. Его интересы – это непрекращающееся противостояние между двумя тюркскими народами. Мы, конечно, далеки от мысли, что башкиры и татары – самые близкие братья народы. Но уж партнерами-то татары и башкиры ведь могут быть. Но Азат Бердин в своей книге «Молоток для кривых зеркал», опубликованной в 2006 году, отношения между татарами и башкирами называет конкуренцией, если вообще не подразумевает под этим словом вражду. По мысли Бердина, татары являются диаспоральным народом, а башкиры, видите ли, вотчинники, народ, который прикреплен к своей земле и имеет с ней особые отношения, которые у диаспоральных народов, типа татар, никак не могут быть. Бердин в книге «Молоток для кривых зеркал», конечно, с ноги на ногу переминается и не называет башкир оседлым народом, но направление его мысли угадывается. Да, по логике Бердина, башкиры – это фактически оседлый народ. Итак, вот как описывает Бердин различия между татарами и башкирами. Татары – это неотъемлемая часть российского общества, причем очень интересная, соединяющая элементы традиционной и диаспоральной цивилизации. Их ниша не вольные общинники, хозяева своих вотчинных родовых земель в царстве растущего закрепощения, как это было у башкир,
а транзитная торговля, переводчики и приказчики, мулы и сельские учителя, ремесленные кварталы и обслуживающий персонал в городах, в том числе и за пределами России. По словам Бердина, отношения между татарами и башкирами изначально развивались как симбиоз. Башкиры проживали в своих деревнях, властвовали над своими вотчинами, а во время войн были в русской армии и защищали рубежи России. Когда надо было им, поднимали восстание, в то время как татары торговали. И торговали от России с другими странами, торговали между городами и деревней. Ну и попутно получали образование, писали книги, чем в итоге в своих интересах пользовались и башкиры. Бердин в татарах видит виновников интеграции башкир в русское государство. Именно из-за татар башкиры, видите ли, лишились и своих вотчин, и своей автономии. Татары были не только проводником, отчасти невольным влияния империи в Башкортостане, но и амортизатором в интеграции башкир в ее организм. Служилые люди, мулы, переводчики, учителя, приказчики, просто земледельческое и торгово-ремесленное население, наконец. К концу XIX века, когда интеграция башкир в империю окончательно завершилась, и они лишились большинства автономных особенностей в административной, социокультурной и экономической сфере, эта положительная функция татар была исчерпана и более не нужна ни башкирам, ни империи, ни им самим. Наоборот, члены симбиоза превратились в конкурентов в одних и тех же нишах. Также Бердин в своей книге использует уничижительное и оскорбительное определение татар. Он отказывается нас называть именно как татары. Он нас называет казанлы. Вообще Бердин призывает все соседние к татарам народы к осторожности. Татары их могут типа ассимилировать и опять используют эту кличку казанлы. Казанлы пытаются развиваться по якобы уникальному московско-великорусскому имперскому сценарию, подтверждая правоту евразийцев о существовании общих архетипов Евразии. Этот тип развития характеризуется постепенной ассимиляцией окружающих, прежде всего родственных и не очень, народов в аморфное, но единое целое, при активном внедрении мифа о праве именно казанлы на культурное наследие ассимилируемых народов, к которому они в действительности имеют весьма отдаленное отношение. В общем, вы поняли, что обзывать татар Башкирии диаспоры или казанлы – это такая защита башкир от их ассимиляции татарами. Ну, по крайней мере, так думает Азат Бердин. Я так понимаю, что с другими угрозами ассимиляции башкиры сегодня справляются прекрасно. Интересно, сколько книг Азат Тагирович написал на башкирском языке? Книжку-то свою «Молоток для кривых зеркал» он написал на русском языке.